Здравствуйте, добрый день. Тем, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Яра Жиркова. Я с Курсалданского района. Семенячка моя. Ай, да? Так. Узнала, про Академию Успех вместе узнала через интернет. Это интернет-бизнес, да. Сначала, про продукт меня, продукт меня интересовал, потому что у меня были проблемы со здоровьем. Как у всех, голова болела, стихондроз был, спина болела все время. И была такая вот, видите, это я сижу. Сколько лет, нет? 85 килограмм весила. Пыталась худеть как-то, но не получалось. И у меня в последнее время повышалась температура. Периодически повышалась 2 года. И я побоялась, читая в интернете, кроме онкологии, там ничего не пишут. Я в ужасе, как мои кредиты, как мои дети, у меня их 4. И нашла кое-как этот продукт, да? И начала это на свой страх. Сначала не верила, как все. Вот сначала все не верят. Да? Это сказка, это как одна капсула, как вы говорите, да? Столько проблем решает. Попробовала. Я человек такой, рада за любой кипиш, да? Как говорится. Попробовала, и у меня сразу результаты пошли. Все проблемы отпали. Я коротко расскажу, да? И потом меня заинтересовал бизнес. Как люди рассказывают по интернету, бабушки там говорят, что за неделю сколько-то $1000, я даже доллара не понимала, сколько там курс, что это, сколько это, вообще не понимала. Но потом докопалась, что вообще они за неделю, как они так, бабушки, пенсионеры, если они смогли, то почему не я вот так? И постепенно на тренинг съездила в Иркутск. Там международный тренинг был на 3 дня. Вот после этого вся жизнь моя поменялась круто, на 180 градусов. Приехала с этого иркутска тренинга, да. Случилось у меня случай неприятный тогда была для меня на работе. Меня назначали заведующей детского сада, я в детском саду работала. И работу свою любила очень, работала как пахала как лошадь. В последний момент что-то я ушла с работы. И сейчас благодаря Академии Успеха вместе, как-то это существую же. Живу, как все. Академия Успех вместе — это не только бизнес, это вообще меняет полностью мышление. Я не призываю, чтобы вы все уволились с работы, да? Но это было мое решение. И как сказать, жить при жизни, такое есть словосочетание. Это теперь мы ощущаем полностью на себе. Это быть здоровым, жить правильно, мыслить правильно. Вообще классно. Да, Дора? Шикарно. Шикарно. Познакомимся с новичками, что за академия, что это дает. И даю слово партнеру, ученице, лучшей Академии Успех вместе. Доре Черниковой. Всем здравствуйте. Представлю, что меня зовут Дора. Я Медина-Кангаласская, село Майя. Приезжаю на презентацию прямо через реку на лодке. Так меня радует эта презентация, да, почему меня радует, да, в этой Академии Успех вместе мы обучаемся как это обучаемся, каждый день идет там одна презентация, каждый день идет там учеба, вы как
все знаете, наверное, да, кто ведет Академию «Успех вместе». Это президент наш Андрей Артурович Шаура. Ага, и очень хорошо преподает. Я в этой академии всему научилась, хотя у меня и образование свое есть, в образовании поверхностно нас учат, а в этой академии даже учат, как себя вести, как с людьми разговаривать, как людям преподнести наши вот эти капсулки, да, и очень... Я рада, что я нахожусь в этой академии. Мы первый раз все вместе ездили, вот все наши, вот, как лидеры наши, которые мы все вместе начали. Вот моя фотография, которая вот, я вот первый день, когда начала вот, принимать вот эту капсулку, сама себя фотографировала, видите, какая я была отечная. Ага, вообще у меня суставы болели вообще до ужаса. Была на гормонах 6 лет. Что такое гормоны? Кто принимал гормоны, это, наверное, знает, да? Что такое суставные боли? Это вообще что-то такое. Да, я вот, когда непогода, вообще валялась я дома, не могла ходить. У меня прямо была скованность в рук, скованность в ногах. Это вообще такое состояние. Вот, Евдокия Егоровна, наверное, хорошо знает. Мы с ней, как она говорит, подруги по несчастью всегда попадали вместе в ревматологии, лежали. Ее даже привозили на инвалидной коляске. Но у меня до инвалидной коляски не доходило, конечно, но до тросточки доходило. Я с этой тросточки вообще стеснялась до ужаса. Не могла, когда у меня обострение, я даже за хлебом идти боялась. Не то, что боялась, стеснялась. Вот этой третьей ноги стеснялась. И вот так и ходила, но не скажу, что врачи плохо лечат. Врачи, конечно, лечат, но они немножко останавливают, процесс болезни останавливает. Поэтому мы не знаем, что такое без боли жить. Я вообще не знала лет 10, наверное. До того привыкла, что утром глотаю обезболивающее, днем глотаю обезболивающую и на ночь глотаю обезболивающее. И таким путем я и жила, и ничего не подозревала, что есть вот такие чудо-капсулки. Капсулки да давно же. Ага, и тут мне с каждым годом, как у больного человека, у меня присоединялись другие болезни, да, сахарный диабет, щитовидная железа, вот, уже зоб поставили, да, и на зоб тоже гормональные назначали, но я от этих гормонов отказалась. Но пила гормоны метотрексат, уже мне врачи сказали, что это пожизненно, чтобы облегчение было, пожизненно будешь пить. И я на этих гормонах толстела вот сюда. И отеки вообще везде, во всех суставах, на глазах, на лице всегда. И тут у меня настигла такая болезнь, что глаукома. Вот что такое глаукома? Я даже сама не знала, что это глаукома. Почему-то у меня резко начали ухудшаться зрение. У меня вообще плюсовое зрение стало, я думала, это уже старческое. И видимо, как бы свыклась и не сильно-то страдала, что у меня зрение ухудшается. Очки 2,5 плюс одевала и кое-как вдевала нитку в ушко. Не могла вообще. И читать без очков уже не могла. И тут-то я пошла к окулисту, и мне ужаснулись, что у меня глауком уже, оказывается, давно, и уже надо делать типа операцию. Меня отправляли дважды сюда, в Якутск, направляли для обследований, и тут-то мне поставили глаукому. И вот тогда-то я начала задуматься, надо как бы, есть, наверное, выход, чтобы лечить эту глаукому. От операции мне врачи сами отказались, то, что у меня суставные боли никуда не девались, солы очень высокое, солы всегда было 60-80, и при этом-то, при таком соле, при повышенном воспалении суставов никак не могут делать мне операции. Поэтому мне назначали каждый раз всякие капли, и я не могла излечиться от этой глаукомы. Вот тогда я
точно задумалась, надо что-то делать. И тут я нашла вот эту капсулку или 8, которая клеточное питание лечит все на клеточном уровне. Вот тогда я, как все вы, наверное, когда вот начинали, все были, наверное, удивлены, наверное, да, что одна капсулка как может такое сделать, исцелить человека от всего. Я думала, вот это сказка. Никак не могла поверить. 2 месяца просто наблюдала, вот меня знакомая подключила в группу WhatsApp, в лондонскую группу, и я не могла поверить своим ушам, своим глазам, что такое бывает. И тут мне попалось в WhatsApp, что у одной женщины зрение хорошее стало на основании вот этих капсул. Вот тогда я удивилась и думала свои глаза вылечить. И начала вот эту первую капсулку я заказала в Улан-Удэ. С Улан-Удэ каждый раз заказывать это получается накладно. И тогда я начала задумываться самой как-то зарегистрироваться в компанию. И с компанией, когда заказываешь, она получается дешевле чуть. И поэтому свой бизнес-магазин сделала тоже и начала заказывать. И тут-то что я почувствовала, через 2 недели после употребления этой капсулки у меня начали покидать вот эта скованность. Что такое скованность? Это вообще ужасно. Утром поднимаешься, просыпаешься, у тебя все сковано. Руки скованы, ноги скованы, колени не сгибаются. И лежишь такая, пока не делаешь зарядки, и ты лежишь такая никому не нужная, как овощ. Но и тут-то на мое очень большое удивление было, что меня покидает скованность. Я утром просыпалась легко, вставала легко, и боли, конечно, были, но эта скованность куда-то исчезла. Вот тогда-то я задумалась, что это действительно хорошие, наверное, капсулки, и начала усиленно его принимать и заказывать. И я начала с 14 марта. Потом в мае месяце подключила себе Акселлер. Акселлер тоже очень хороший продукт, который делает сон исключительно хороший. Уходит стрессовое состояние. У каждого у нас есть стресс. У каждого человека, в каждой семье есть стресс. Дети вырастают, вот, у кого-то денег не хватает, и это, у кого-то кредиты, и кредиты не можем своевременно оплачивать, это и является стрессом, да. Вот эта капсулка очень помогает, вот стрессоустойчивым становишься. Всегда настроение хорошее становится. Я даже сама почувствовала, да, почему-то у меня настроение с утра уже хорошее. Всегда это я первые времена еще думала, нет ли тут этих наркотиков. Ага, почему-то я веселая становлюсь. И также у других моих партнеров такое очень много. У многих было такое, бабушки меня спрашивают, почему-то мы веселыми становимся. Есть такое, да? Да. Ага, есть. У всех же было такое, да? И подключила Акселлер, и я полетела в Москву, и в Москве я специально нашла офтальмолога, профессора в Москве проверить свое зрение, и чтобы мне он назначил нужные капли в глаза. И тут-то у меня было очень большое удивление. Профессор меня изучил, 40 минут обследовал на всяких аппаратах, на 7 вот таких на совершенно новых оборудованиях. И спросил, что вы сейчас капаете в глаза. Я ему говорю, я ничего не капаю. Как это ничего не капаете, если вам поставили глаукому? Я вот тогда-то свои капсулки вытаскиваю и ему говорю, я перешла на такое клеточное питание. Вот тогда удивление было у меня, да. Он сказал, он прочитал, ну профессор же, человек же умный же, да, он сказал, вот оно что говорит, здесь очень много таких препаратов, которые
укрепляет сосуды, да, очищает сосуды. За счет этого у вас глаукома отошла. Вам ничего капать не надо, сказал. Никакой операции вам не подлежит. Вот тогда удивилась, неужели в Якутске нам неправильный диагноз поставили? Ага, я еще ему говорю, как это так? Мне там дважды обследовали, дважды написали, что у меня оба глаза глаукома, остроугольная, открытая глаукома, и уже подлежит почти к операции, и не могут делать операции. Нет, говорит, он посмотрел и обследование, то, что у меня было на руках, и сказал, никакого тут этого нет, ошибки нет. Вас также обследовали на таких же аппаратах, которые я вас обследовал. Никакой ошибки может не быть. Ага, поэтому на этих клеточных питаниях у вас глаукома отошла. Поэтому продолжайте, говорит, мои рекомендации только месяц раз появляться у окулиста своего, проверить свое глазное дно, глазное давление. И по сей день я вот хожу, но не каждый месяц, я уже даже забываю, что у меня в глазах была когда-то глаукома, потому что я уже читаю без очков, даже без очков могу вдеть ниточку, и поэтому хожу через 2 месяца, проверяюсь. И последнее мое обследование на глаза было совсем недавно. Я ходила, проверила глаза. Она у меня 22 стала. Оба глаза одинаковые. А так было у меня 27-28. Всегда так было. И мне на этот раз врачи ничего не сказали. Не говорили, чтобы я капала, их не капли. И поэтому я очень рада. И всем предлагаю вот эти капсулки принимать. Они не только глаза лечат, все ваши клетки лечат. Клетки, почему мы говорим клеточное питание? На уровне вот клеточное питание наши клетки преобразуются, оздоравливаются, поэтому у нас организм начинает сам вылечивать все. И все недуги уходят. Вот такие у нас капсулки, что Акселер, что Элев. Поэтому очень хорошо. У меня не только глаукома ушла, да, я пожизненно уже бессрочный инвалид, инвалид 3 группы по суставам, ревматоидный полиартрит. Что это такое? Это суставные, это, о боже, даже не хочу даже вспоминать, что это у меня это было. Да, я сейчас могу скакать. Я сейчас могу вообще обруч так крутить, да, я в Инстаграм выложила вчера, как кручу обруч, да, и это для меня как хвастовство, как будто бы, да, и как раньше, как в детстве я кручу обруч только так. И могу делать приседания, раньше не могла я даже приседания делать, а я сейчас могу полное приседание сделать сколько угодно. Могу сделать. Также могу отжимания сделать. Отжимания за 1 раз я делаю до 40 раз. А так раньше я вообще не могла это отжимание делать. Да. Все люди говорят, что это легко. Это ничего подобного, легкого ничего нету. Вы попробуйте, кто не делал отжимания дома, вы с первого раза не сможете. Потому что я первый раз, когда вот делала отжимания, просто взяла и упала. А тут могу просто вот так делать до 40 раз. И никаких усилений не делаю. Хорошо? Но и никакой одышки нету. А раньше с больными ногами, с больными руками, вот это для меня было что-то такое, да, недостижимое. А вот всему этому нас учат в Академии Успех вместе. Если вы смотрели вот эту Академию Успех вместе, да, вы там видели, наверное, да, как он призывает всех делать утром, проснулись, помолились, попили свои капсулки, сделали зарядку и пили воду. Больше ничего. Это наш вот секрет какой. И как видите, я перед вами без никаких нагрузок, без никакой одышки и боли нету. А раньше я не могла вот так поднять руку. Скажи, Егоровна, даже?
Ну, вот так. А про состав продукции мы почему не говорим, да? У нас каждый день в академии учат, поэтому посмотрите в академии, что из чего состоит. Все там есть, в интернете все есть, да? Есть вопросы? Нет вопросов? С какого года вы? Вы сколько лет мне дадите? 17. Спасибо, Александр. 22. 22, вообще шикарно, да? Выгляжу, оказывается, шикарно. А когда я болела, когда я не принимала эти капсулки, мне дали бы все 60, наверное, да? Люди так иногда и давали. Ага, бабушка, в автобус заходишь, говорят, садитесь, бабушка. А мне сейчас никто не предлагает. В автобус захожу, мне никто не предлагает, никто не встает. Думает, стоит девчонка. Девчонке 56 лет. Дочь Митовна, а у вас обострения были? Я принимаю уже, получается, год, апрель, май, июнь, 1,5 года принимаю. И вот такой результат. Спасибо. Ага, очень хороший результат. И чтобы далеко не ушла, да, я хочу представить вам свою партнершу, которая тоже принимает не очень долго, сказала бы, да, но она получила такой результат, о которой она была 12 лет на гормонах. Мы с ней подруги по несчастью. Твоя Егоровна, раз пришла ты, расскажи про свои результаты. Заходи. Расскажи. Нет, это было, ты рассказала просто. Ага, а так, расскажи, люди не слышали же? Ну, видите, как я хожу. Ой, даже вспоминать страшно. Те дни, те годы. В 2007 году у меня, когда я стояла, стирала, у меня вдруг отказали руки. Не могла достирать, что такое, думаю. Утром проснулась, у меня теперь нога болит. На следующий день у меня пятки болят. Ну, что это такое, думаю, и, пошла, конечно, к врачам. Они мне сперва поставили диагноз подагра. Я спрашиваю, что за диагноз такая подагра? Они говорят, это королевская болезнь. Как это королевская болезнь, если оно так больно говорит? Это былое время, когда люди не работали, физически не занимались и болели вот такой болезнью. А я говорю, нет, это не по мне, говорю, я как лошадь Пашу говорю. Так и пошло-поехало, каждым годом мне хуже и хуже. Потом мне поставили ревматоидный артрит, уже 3-я стадия. Я дошла до 4-й стадии. В 2017 году дали мне 3-ю группу, нынче 2-ю группу. И, конечно, я думаю, это ревматоидный артрит связано с нервной системой. Потому что, вот как Дора говорила, у любого человека стрессов много. Когда ожидаешь, не ожидаешь, все равно. Я вот с 2011-2012 года пережила такие страшные стрессы. Сперва похоронила сына. У него был рак легкого. Через 6 месяцев похоронила мужа. У него был рак желудка. После этого я совсем улеглась. 4 месяца я не поднималась с постели. И тогда я очень задумалась. Если так буду лежать, я, наверное, тоже скоро отправлюсь на тот свет. И думала, как от этого выкарабкаться. Ладно, я обращалась к якутским шаманам, русским шаманам, кому я только не обращалась.
Меня всяко разно лечили, всяко разно советовали, что-то как делать, но это все не помогло. Я всегда в больницу попала на носилки. Я до такого состояния все время дома терпела, авось пройдет, но не прошла. У меня волосы стали совсем седые. Я 5 лет на волосах делала мелирование, чтобы свои белые волосы спрятать. Ну вот, недавно парикмахерша моя постригла мне последнее мелирование и говорит, у тебя уже незаметны белые волосы, можешь так ходить. От чего у меня все такое было? Ну, я вот, когда зашла сюда, рассказывала, я с Дорой лежала в больнице, 2 раза мы вместе попадали, и 3-й раз она ко мне пришла в больницу, где я опять на носилке меня притащили туда. И она мне рассказала про эту капсулку чудесную. Ну, конечно, я сперва не поверила, потому что я попробовала капсулки Бата Глориона 3-4 года и бесполезно. Поэтому я думала, опять туфта, наверное. Но смотря на нее, думала, если ей помогло, а может и мне поможет. Ну, она мне оставила на всякий случай, если захочешь, попьешь. Если не захочешь, ничего страшного, она мне 30 капсул, вот или 8 оставила. Ну, я вышла с больницы, начала пить. Но я с роду всегда пила черный густой чай, без молока, без ничего. А она мне говорила, что много воды пить. А я так мучилась, что я воды никак не могу пить. Потому что я не привыкла. Я, когда захочу, все время горячий чай. Но потом думала, выбрать одно из 2. Или воду, или чай. Ну, выбрала воду. И вот уже 5-й месяц я только воду пью чистую. Ну, теплую воду пью. И вот, как Дора рассказывала, у меня сперва скованность я свою, конечно, не чувствовала 1-й раз. И 1-й раз у меня ночью не болели ноги. А у меня такая мука была. Я всю ночь сидела и спала, потому что лежа никак не могла уснуть. Потому что у меня многоузловой зуб помешало, и нога помешала, и, короче, я, сидя, все время спала. Ну, потом что-то я в один день утром проснулась, я лежу в постели, не сижу. Ну, как я умудрилась так лежать, но я не помню, но с тех пор я в любой позе сейчас лежу. Нога ночью не беспокоит не так, как раньше. Ну, иногда по погоде мучает, но не так страшно. Но когда я впервые пила вот эту капсулку, у меня появился стоматит страшный. Я вообще 2 недели не пила, не кушала. Ну, вообще так больно было. И потом вдруг исчезла. Как будто их не было. А потом у меня появился геморрой. Ой, страшный геморрой, тоже где-то вот 2 недели я так мучилась. Ну, опять этот геморрой прошла. Потом у меня, ну, видимо, это клеточное питание дошло до суставов. Ну, сперва мне боли проходили с рук. У меня руки вот такие были всегда. Ну, сейчас, как видите, вот такие стали. И у меня вот эти 3 пальца вообще никак не согнулись. Всегда вот так были. А сейчас вот видите как. Ну, одна сейчас хромает, но
постепенно, наверное, вот сейчас вот могу так делать, вот видите как. И вот так постепенно у меня все прошло. Дора мне говорит, ты пиши свои результаты, а я все время боялась, а вдруг вернется мне эта боль, вдруг что-то будет. И как Дора я сперва думала, ну это же капсулки с Америки, может там наркотики, может что-то такое, они, ну, обезболивающие. Ну, я сама работала в наркологическом диспансере, что знаю, что такое наркотики, поэтому сперва очень боялась при себе. Но, потому что у меня улучшение идет, и мне стало хорошо. И самое интересное, да, ну, когда я работала, я одевала 2,5 плюс очки. Сейчас очков я не одеваю. Любой шрифт на компьютере, любой шрифт на телефоне, я без очков только так читаю. Ух ты. И потом, когда я прошла вот комиссию инвалидную, этот врач-окулист мне говорит, единственный орган у тебя – это глаза, говорит. Я сейчас вижу, обоими глазами вижу целую единицу. И она говорит, в таком возрасте такие глаза быть не могут, говорит. Я говорю, не знаю. Ну вот так. Поэтому и вот сейчас, видимо, у меня и волосы чернеют, седина проходит. Ну, я в природе была, ну, полная женщина. Ну, не так уж полная, но в теле была. Ну, всегда весила 82 килограмма. Потом из-за этой болезни я перешла на 47 килограммов. Совсем такая худенькая была. И всегда, вот когда смотрела в зеркало, думаю, неужели это я думаю? Если эта болезнь будет прогрессироваться, ну, сколько килограмм я буду вешать, я не знаю, думала. Ну, потом постепенно вот набирала вес до 69 килограммов, и вот недавно весилась у меня где-то вот 62,5 килограмма стало, вот уже вес падает. Вот. Ну, надо было мне, по совету Доры, надо было Экселер пить. Ну, что-то я об этом не задумалась. Ну, сейчас буду, наверное, пить, потому что я очень много читаю, хотя я ничего не пишу, но я очень много читаю. По интернету читаю, в группе читаю. И иногда так хочется верить, иногда не так хочется верить. Ну вот, всякие выступления разные. И даже вот меня удивило, я вчера читала, как эта племянница Жаркова, мы там пишет, говорит, видео показывала, что этот президент, бывший президент компании, что делал? Ой, бывает, оказывается, и всяко разно, да? Ну, сейчас думаю, что это с новым президентом, наверное, все будет идти в лучшую сторону. Но сейчас надо, оказывается, смело пить, не надо задуматься. Ну, когда вот меня встречают в больнице, но мое место дом, не больница, поликлиника очень много знакомых, и я давно живу здесь, очень много знакомых, и они вот в последнее время стали замечать, что у меня становится лучше. Спрашивают, что пьешь, что делаешь, у тебя все хорошо, выглядишь нормально. Ну, я им рассказываю про ЭЛФ, но они что-то не верят. Ну, я говорю, если вы не верите, а почему у меня такой результат?
Лестница была для меня вообще конкретно, это барьер номер 1. Я вообще никак по лестнице и вверх, и вниз не поднималась и не спускалась. Я только на лифте. Если лифт не работает, я там сижу, пока лифт не работает, да? Ну, сейчас могу по лестнице ходить, но пока вот так хожу, но хожу, поднимаюсь и спускаюсь. И потом же я ходила как робот, вот так ходила. У меня нога совсем прямая была, не согнулась. Я вот так ходила. И вот очень стеснялась, когда вот так ходила. И шея у меня тоже все время вот так была. Я не могла повернуться налево-направо. А сейчас, видите, все делаю. И нога вот сгибается. Ну, конечно, немножко болит, но люди пьют 1,5 года, а я пью только 7-й месяц. Так что, если в 7 месяцев после 12-летним стажем ревматоидного артрита, это очень хороший результат, наверное. Так что... Это очень хороший результат. Да, так что дерзайте. Так что теперь будем знакомы со всеми. Я очень рада за ее результат, потому что сама так пережила вот такое, да, сама болела вот такой же болезнью, как у нее, поэтому я вдвойне рада. Очень хорошо. У нее, конечно, были такие же обострения. Обострения могут быть и не быть, да, у нее были обострения, у нее первый раз она мне позвонила, говорит, что это такое, у меня есть стоматит такой, замучил, говорит, да, и мне кажется, это не подходит, не буду пить. Я ее прямо говорю, ну ладно, это выбор твой, говорю, но это очень хорошо помогает, давай немножко, чуть поменьше сделай, воды побольше. Она тогда говорила мне, что воду не может пить, а это вода, прямо вода у меня это... такое, что все время я чай хочу. Ну, попробуй, и она вот, все равно через могу пила. Ага, и у нее обострение ушло, вот стоматит исчез, недолго мучился, да? И потом у нее началось вот геморрой начался. Вот тогда она испугалась, и я тоже испугалась, что может это действительно не подходит, что ли, тоже задумывалась, да? Но я прошерстила весь интернет и вижу, что там у кого-то были давным-давно забытые геморрои, запоры, а могут быть показывать, потому что эта капсулка действует как диагност. Она не все болезни сразу это, она может одну болезнь как бы вылечить, другому идет, потом второму идет. Таким этим, видимо, ей тоже, у нее давным-давно когда-то в молодости был геморрой, и вот и выскочил этот геморрой. Но тоже недолго же было же, да? Вот тогда я говорю, давай еще поменьше сделай и попробуй. Давления нету, вроде давления нету. И вот она таким... А я никогда поменьше не делала. Это я от нее скрывала. Я начала пить, и сейчас пью целую. Вот, ага, вот молодец. И она вот поверила мне, она видела, вот, люди, будьте добры, всем очень многие вот получили результаты, давайте рассказывайте свои результаты, вашим результатам люди пойдут, таким же вот этим результатом Егоровны люди будут присоединяться, вот, Егоровна уже чувствует себя хорошо, видит компьютер хорошо, уже можно уже за работу браться. Да, можно, тут действительно можно поработать, да, у них вот в этом, в Академии Успех вместе, в Бейпике очень хороший маркетинг-план. Ага, вы не будете свои деньги вылаживать, да, вы будете на заработанные деньги заказывать свои заветные капсулки. Так сейчас и я делаю, потому что на мой результат люди присоединяются, начинают заказывать каждый месяц свои вот эти капсулки. Вы от каждого нового человека будете получать 2500 на наши деньги, это $37. Это же хорошо же, да? Я людям, например, бабушкам, которые получают
пенсию я им говорю, лучше людям заказывайте. Люди вот просят же, и они получают 2,5. У меня есть одна бабушка, которая на свои заветные капсулки таким образом себе зарабатывает. Теперь Егором, я думаю, Егором на ваш вот результат будут ваши ваши даже близкие подруги, родственники тоже присоединятся, и вам будет своя уже структура будет. Вот тогда будете уже зарабатывать на свои капсулки. Вот я таким образом, пенсионеры лишних денег нету, конечно, да. Вот, например, у меня 2 детей тоже, но уже, конечно, по первости это было очень накладно. Я вот где-то 5-6 месяцев только на свои деньги заказывала. А сейчас я неожиданно вышла на доход, сделала структуру и сделала себе ранг платина. И начинаю чуть-чуть зарабатывать. И это очень хорошо. И своим тоже буду помогать, и буду учить теперь. И я очень радуюсь. Давайте пожелаем Егоровне, чтобы у нее еще было очень хорошо, чтобы она у нас бегала. Будет, Ага. будет. Очень хорошо, да. Есть еще у кого желание выступить, да, вот все люди. Туяра вот рассказала, да, Туяру, когда я первый раз видела, Туяра тоже такая была. Новые люди. Ну вот новые люди, ага, сейчас Вообще здорово, давайте уполномочим. Ага, у Туяры были головные боли, температура, которая держалась 2-3 года. Есть же вот такое, да, действительно результаты, я могу сказать, не 100%, 120-130% результат люди имеют, потому что у Туяры, которая держалась 3-4 года, вот этой температуры, исчезла же, да? Но давайте новеньких тоже пригласим, чтобы результатами делились с людьми. Мы не только мы будем смотреть ваши результаты будут смотреть группе, аж там 200 с чем-то человек. Вот когда они начинают результаты смотреть, уже начинают задумываться. Поэтому просим вас. Почему сегодня вот так долго говорим, да, о результатах этих, когда народу очень много, будем четко, ясно, покороче будем. А так, сейчас есть время, поэтому давайте рассказываем результаты. Так, меня зовут Татьяна Данилова. Мы вот с супругом вместе здесь. Вообще, вы знаете, мы много компаний прошли, чтобы оздоровиться, да, очень много испробовали, но начали мы, конечно, с Тиньши. И вот куда он идет, он везде меня таскает. Вот он пошел в компанию, он меня тащит, в новую компанию пошел, он опять меня тащит. И были, конечно, результаты, и в Тиньши были результаты, там хорошая продукция. Я думаю, ничего плохого сказать там, ну просто не то, что нельзя, невозможно, они тоже дают результаты, но когда, но там цены, я вам скажу, они, там сейчас вообще у них цены зашкаливают, и просто это по карману очень сильно бьет. И вот, значит, в одно прекрасное время мы встречаемся с Инкой. И она говорит, вот, ребята, вот есть такие БАДы, да, не БАДы, а капсулы. Она не сказала слово БАДы, ни единого слова не было, а такие капсулы, чудесные капсулы, значит, да, возьмите, попробуйте, вот. Но я, насколько Ингу знаю, она всегда была такая стройненькая, а у меня уже, значит, когда она меня увидела, у меня был вес, вот, тоже был 85 килограмм, нет, 88 даже, да, при моем росте. Вот я прошлую зиму, я вот где-то 18-й год, да, вот одеваться, одеть, это вообще проблема. Вот даже ногу невозможно поднять, засунуть, еще ноги вот такие, вот у меня всегда ноги полные, они вообще вот такие стали, как сваи прямо какие-то, натурально как сваи. Я этот унт натягиваю, а он не налазит, просто по ширине не налазит. Я уже сидела, уже плачу, думаю, господи, ну что ж мне делать, как вот мне вот, да, холодно на улице, на машине не поедешь, она вот колготит, эта машина, замерзает, значит.
Я думаю, что ж мне делать, в сапогах я не могу, унты, значит, не напялить мне, я уже умудряюсь, голова у меня хорошо работает. Я туда вшиваю сама замок, благо руки растут с того места, откуда надо. Пришиваю замок, мне стало легче одевать. Но опять-таки проблема, да, одевать же это куча штанов, тогда на автобус не забраться, понимаете? А у нас еще же такие автобусы, что эти ступени высокие, что ж мне на коленях, что ли, ползать? И, в общем, эти постоянно, как одеваться, эти горючие слезы, Господи, думаю, да что ж, когда же это закончится? Я уже что только не делала, как только я не худела, у меня не получалось. А у меня же малокровье, я, естественно, если я не ем, у меня головные боли, стрессы, вы сами это знаете, да, у всех, потому что организм требует кушать, да. И это вот такое вот лицо круглое, такие щеки, значит, из-за спины их видно. В общем, ничего вообще не одеться, юбки не налазит, открою шкаф, там полно одежды, а по сути одевать нечего. Потому что то не сходится, оденешь что-то такое, которое более-менее, там везде эти гусеничные складки, и снова истерика, снова слезы. Но не буду я это много рассказывать, вы все, кто были полные, вы все знаете, вы были в моей ситуации, да. И в январе у меня начались прям проблемы, это естественно же, да, все жиром заплывшее, у меня стала страшно болеть спина. Вот видно, на этой нервной почве страшно начала болеть спина. Дом большой, помогать мне некому, дети все взрослые, внукам некогда, значит. И вот я начинаю убираться, все, не могу. Полкомнаты вымыла, убрала, все, у меня больше сил нету. Я вот так наклонилась тряпку отжать, а выпрямиться не могу. И на карачках я до дивана, значит, то лежу, то сижу, то в позе звезды, я знаю, я сама массажистка, да, что боли проходят, я валик сюда, валик под поясницу, вроде как помогло. Я на карачках стою, снова до ведра, полкомнаты домой, опять та же ситуация, я не могу. И, в общем, вот, короче, я вот так 3-4 дня дома-то убирала, пока там закончу в прихожке, снова тут убирать надо. Ну и все, и, значит, потом ноги у меня стали отказывать, надо что-то делать. У меня истерика снова началась, что же мне садиться в инвалидное кресло, кому я нужна буду такая, да? Дети заняты, мужа заставлять, ему надо же зарабатывать деньги, да, чтобы за свет, за газ платить. Сами знаете, на пенсию нашу больно-то не проживешь. Нас государство не очень-то милует, пенсионеров, да? Ну и все, значит. Тут, значит, мы нашли одну компанию, более-менее она мне помогла спину, значит, да. Ну, думаю, ну как я постоянно вот это вот ходить мазать, да, опять никуда не выйти, это что, куда-то в туалет зайти, чтобы спину и ноги помазать, это там раздеться, обратно одеться, это же тоже не выход. Конечно. Ну и говорю, вот тут мы Ингу встречаем, и она нам эти капсулы. Я думаю, ну что вот эта капсула такая малюсенькая она может сделать? Ну, какие чудеса она там может творить? Все равно 7 бед, 1 ответ. Что-то, думаю, где-то же должно в конце концов помочь мне, да? И мы как вот это, значит, я еще мужу говорю, ну что там 1/3, может, говорю, сразу половину начнем, а вообще, говорю, сразу надо начать целую пить. Он говорит, нет, Инга сказала, вот так и так надо, потому что эти капсулы мощные. Я говорю, что там эта капсула такая, какая она мощность имеет? Ну и мы начали, значит, по 1/3, как нам сказали, по 1/3 пьем. А до этого мы, значит, с мужем вот на водичку подсели, утром 2 стакана теплой воды выпивали. Я, значит, в интернете нашла, что помогает имбирь с лимоном худеть. Вот делаешь настойку, и да, действительно помогало, мы с ним начали худеть. И я вот постоянно эту настойку делала, мы как-то более-менее вроде это. Тут эта капсула, значит, я говорю, тогда все, мы все это прекращаем. Надо посмотреть, как действует эта капсула. А то, говорю, будем мешать все и не поймем, что же нам все-таки помогает. Мы решили, значит, ну, выпила я ее кое-как, эту капсулу. Говорю, она, говорю, 3-я часть горькая. Что ж, говорю, тогда с этой капсулой вообще, говорю, ее невозможно будет пить. Говорю, какая-то хина такая. Но мужественно так я выпила, значит, до этого стакан воды и потом ее выпила. И такая, что-то я забыла вообще совсем про эту капсулу. Думаю, да,
ладно, посмотрим, как она работает. Тут хожу, значит, и что-то, вы знаете, как-то это, как будто такое, знаете, что-то из-под низу так подняло меня, знаете, такое вот прямо снизу наверх, прямо приподнимает. Сделали зарядку мы с мужем, как обычно. Ага, и сели завтракать понемножку, значит, позавтракали, ограничения у Ивана Григорьевича с хлебом, но я давно от хлеба отказалась, ну так потихоньку кушаю. Значит, тут какая-то энергия прет. Такая, не поняла такая. Думаю, неужели это третья часть капсулы, да? Вроде как спина у меня перестала болеть, да, ногами. Я уже такая спокойно посуду мою. А то посуду все время мыла. То вот так вот, значит, то вот так. То это вообще вот так вот, что согнусь до раковины дотягивать. А тут все такая спокойненько мою все, значит. Потом начала, думаю, дай-ка я начну заранее прибираться дома, пока туда дойду. Пыль хожу, утираю, и все интересно, не сажусь, не отдыхаю вообще, да. Ладно, думаю, уже приготовилась, думаю, дай-ка я маленько отдохну. Ну, организм же требует, все равно у меня сердце еще больное, у меня пролапс митрального клапана, брадикардия второй степени, сердце останавливается, меньше 60 ударов в минуту дает, а тут как будто бы это ничего, да, такая, и как будто кушать не хочется и пить. Вот это вот третья часть меня все время заставляла пить. Вот как я Егором и говорила, да, водичку я боялась пить, потому что это без конца вот это вот в туалет, вроде не хочешь, да, а жидкости выходит совсем мало. А тут такая раз водичку захотела, думаю, не буду много пить, и, значит, сделала несколько глотков, пошла опять. Думаю, опять пить хочу. И так, короче, я себя довела до 2 стаканов. Хочу пить, попью. Хочу пить, попью, значит. Вот. Спина перестала болеть. Значит, потом через 3 дня мы стали половину капсулки пить. Еще через 3 дня полную капсулу пить. И вы знаете, вот я как уже говорила в начале, да, что мы много компаний прошли, много чего испытали, но таких колоссальных результатов, дамы и господа, я нигде не видела, понимаете? Я просто вот, я до сих пор в шоке. И вот кто рассказывает, я не удивляюсь. Мы с Иваном Григорьевичем пьем всего лишь, можно считать, месяц небольшим. И что я удивляюсь, да, я вот теперь вот нормально хожу, по ступеням я нормально поднялась. Вот по этим ступеням в Холбасе, да, я вот, чтобы подняться на 2-й этаж, я останавливаюсь по 4-5 раз. Я сегодня пролетела, я даже не заметила, понимаете? Я поднялась вот сюда, вот, ну, впереди же вот эта стеклянная стенка, а я что, уже на 2-м этаже? Вы знаете, я по инерции разворачиваюсь и смотрю туда вниз. Я ее пролетела и даже не заметила, как я ее пролетела, понимаете? Вот такие вот спина у меня, правда, побаливает. Ну, вы сами знаете, что столько вот спину надрывать, да, и, извините меня, я как мужчина, я почему-то себя не жалела никогда. Вот есть же такие женщины, да, почему я буду тяжести эти поднимать, мне же потом плохо будет. А я никогда над этим не задумывалась. Я могла полмешка хап на спину и понести. Понимаете, коробку взять, вот эти 20 килограмм, так поднять и понести. Потому что энергии было много, силы много, и я как-то себя не жалела. Но вот сейчас вот тоже вот немножко вот позавчера вот подняла, там внучке помогала коробку, и спина немножко стала побаливать, я испугалась, думаю, я опять согнусь, да. Но ничего, как видите, я стою, я сегодня выпила капсулу, у меня спина перестала болеть. Вот тоже, как у Егоровны, значит, у меня вылез стоматит, я еще мужу говорю, Ваня, мне что-то там, говорю, под языком прямо, говорю, знаешь, что такие, говорю, как будто столбики торчат маленькие, мне прямо, говорю, языком больно. А он говорит, а ты возьми, говорит, в рот, говорит, набери вот эту вот, что растворили мы капсулу, подержи ее во рту. Я, значит, эту капсулу набрала, так подержала, и 2 дня раз и прошло. Зуб вот этот у меня, потому что здесь вот нету, да, вот он последний на деснах, вот здесь вот, он шатался, он у меня перестал шататься. У меня ногти перестали крошиться. Вот ногти у меня вот сейчас вот такие вот красивые, да. Я все время страдала, все время смотрела на других женщин и где-то уходила украдкой там, плакала. Думаю, вот какие у людей ногти такие красивые, да. У меня же форма ногтей красивая, а они все время ломаются. Сколько я кальция не ела,
сколько я чего только вот не делала. И уже мне сестра говорила, Сташа, ты йодом помажь, у тебя все пройдет. Уже сколько я йода перевела на эти ногти, и все равно, вы знаете, вот как об стенку горохом, это бесполезно. Тут ногти вот стали красивые, даже на ногах я последний раз стригла, думаю, вот это да! Даже на ногах ногти после распаривания просто невозможно, их с щипчиками подстричь, они такие крепкие стали ногти. Обычно же, знаете, вот распаришь, и на ногах ногти можно спокойно выстричь, да? Вот у меня ногти, вот около ногтей вот все время вот трещины были, я ничего не могла делать, ни посуду не мыть. Особенно вот когда закатки, это же все и соль, и перец, знаете, вот это вот все время болезненно это происходит. Теперь у меня вот трещин на руках нету, я спокойно могу делать. Да. Вот кожа у меня укрепилась. И что мне нравится, вот в этих капсулах, вы знаете, стабильно уходит вес. Не сказать, что там прямо вот как другие, ой, там супер, я за 2 дня там на 800, на килограмм, на 1,5 похудела. Мне нравится, что он, сколько бы ты ни ел, встал на весы, да, на другой день утром встаешь, и вес на 300, на 400 грамм, но он уходит. Он уходит, живот вот уходит, да, объем уходит, да, у меня тоже был артроз. Я когда массаж делала, я заработала себе артроз обеих рук. И у меня, когда рука вот эта вот отнялась совсем, да, я ее вот так привязала, у меня вот эта мышца вот так, как тряпка, вот так вот висела. Вот сейчас вот все подтянулось, но она тоже была, когда хоть и другие БАДы пила, тоже не уходила вот это. А вот с этой вот капсулой всего лишь, я говорю, месяц небольшим мы пьем. И вот ушло. Лицо, видите, у меня лицо ушло, старческое, вот это не висит. Щеки вот эти, как у хомяка, ушли, уходят, да. И кожа начинает потихонечку молодеть. Так что, вы знаете, я очень счастлива и не говорю большое спасибо, что она все-таки нас заставила. Хоть и как мы, особенно Иван Григорьевич, он легко поддается. А я говорю, ой, хватит, говорю, меня эти БАДы уже все достали. Я не верю никому и ничему, все, не. А он все-таки, ну давай, вот, Танюшка, вот давай мы попробуем, ну давай попробуем. Одна же не убудет, если мы попробуем. Говорю, давай попробуем. И сейчас я вот, сейчас я говорю, Ине, что она все-таки нас это убедила, и супруг меня убедил, да, потому что я уже столько натерпелась, столько накушала, что я, как говорится, веру потеряла, да, в то, что что-то и кто-то вообще-то может помочь. Я не любитель ходить по врачам. И у меня вот хирурги вот отрезали щитовидку, вообще все, оставили только вот такую культю, да, желчный пузырь отрезали, тоже проблемы были, да. А теперь вот у меня проблемы с кишечником ушли. Я до обеда не могла из дома выйти. Мне все время нужен был унитаз. Вот все время. Чтоб я не поела в туалет, Даже если ничего не ем, все равно бегала в туалет. Потому что, видно, еще ненормально что-то, может быть, произошло. Мы же не врачи, да. И проблемы были вот у меня с кишечником. Сейчас у меня этих проблем нету. Я не боюсь, что мне придется в нашем Якутске, знаете, да, туалеты найти. Это вообще не знаю. Какая-то это, да? Это же вообще ужас, чтобы у нас туалеты найти. Вот кто знает, где туалеты находятся? Да не найдешь. Хоба сюда есть. А вот в районе вот Туймада, Якутского театра, вы найдете туалеты? Якутский театр не пускают, да? Извините меня, Полярная звезда и Центральная, но извини меня, от Туймады до Бегига, до Полярной звезды, это знаешь, как чесать надо? Кое-куда скипидар влить и припустить, да? Вот, а сейчас я этого вот, например, не боюсь. И я благодарю, что вот тех людей, которые вот выдумали эти капсулы, думали, надо же, какие умные головы. Какая-то такая маленькая капсулка, и она так может работать. Поэтому я тоже сейчас, кого увижу больных людей, говорю, вы знаете, а вот есть такая вот капсула, она, знаете, такие чудеса творит, да? Я говорю, ты же, говорю, меня видела, какая я была, да, и как я ходила, и в это вот, я не могла стоять, да, вот. Мы ходим в храм по воскресеньям, я не могла стоять, мне надо
а там все лавочки занятые, бабушки сидят, да. Так я вот умудрялась вот так подойти на подоконник, вот так вот полулежа, да, и то одну ногу подниму, то вторую ногу, пока меня никто не видит. А теперь я спокойно могу стоять. И Очень спокойно бегать. Молодец, Татьяна, за такой короткий срок получить такой результат, Да, вообще да, это вообще что-то, да, колоссальный. колоссальный результат. Да, я вот заметила, да, как вы сказали, другие БАДы, которые, я не могу сказать, других БАДы плохие, не может быть, БАДы очень бывают очень хорошие, но в других этих компаниях БАДы это надо столько баночек с собой таскать, вот очень много, каждый БАД определенные баночки, и другое это тоже определенные баночки, поэтому их неудобно. А в нашей компании